Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня поводом для нашей встречи стал выход в свет сборника Александра Михайловича Молчанова «Огонек божественной свечи». В этот майский день, в последний раз в сезоне 2014-2015 года, и поводом для этого последнего перед летними каникулами заседания послужил выход в свет вот этой маленькой, но очень весомой книги, которая называется «Огонек торжественной свечи». На самом деле поколению, которое родилось в 50-х, 60-х, скорее даже в 50-х, выпало, как говорят китайцы, жить в эпоху перемен, с чем они человечество категорически не поздравляли. Но я думаю, что то поколение, которое родилось, я не спрашиваю Александра Михайловича, где он, кстати, я его здесь вижу. Да, дату рождения не спрашиваю, но я так догадываюсь, что это время, когда запускалась первая ракета, когда прошло 10 лет после войны, когда были какие-то невероятные героические усилия по поводу строительства Байкало-Амурской магистрали, так далеко я не пойду, вы не волнуйтесь. То есть всю историю страны пересказывать не буду. Я это просто к тому, что то поколение, которое проросло в период между послевоенным десятилетием и, слава тебе, Господи, живо по сю пору, оно ведь не только работало, училось, любило, рожало детей, строило, оно еще и переживало все перипетии исторические вместе со страной, и все из нас были атеистами. Я, во всяком случае, принадлежу к тому поколению, которому преподавали научный атеизм на филологическом факультете. И все то, что потом случалось с этими людьми, их духовные поиски, их богоискательство, их пути в церковь, их ответы на вопрос, что такое жизнь, что такое смерть, что такое совесть, что такое вина. Каждый из них находил по-своему, и честь и хвала тем людям, которые не только делали бизнес или карьеру, или просто воспитывали детей, но и пыталась на эти вечные и важные вопросы каким-то образом ответить. Вот мне так кажется, что не говоря о литературно-художественных достоинствах этой книги, за нее надо спасибо сказать автору хотя бы потому, что при всем своем малом весе она, тем не менее, как раз выглядит как такая попытка поисков ответов на вопросы, что есть жизнь, что есть смерть, что есть правда, что есть истина, кто я, зачем я, для чего я живу, в чем моя вина и что я должен людям. Мне кажется, тот перечень вопросов, который я сейчас перечислила, назвала, он даже короче, чем те вопросы и те ответы, которые есть в этой книге. Александр Михайлович Молчанов родился в городе Ижевске 8 сентября 1959 года. После окончания средней школы он проходил службу в рядах Советской армии, в спецчастях МВД. По завершению учебы в Амурском государственном университете окончил высшие курсы КГБ СССР в городе Киеве, служил офицером. После увольнения в запас работал руководителем научно-производственного центра Союза российских оружейников города Ижевска, директором научно-производственного центра «Озон» и НИТИ «Прогресс». С 2006 года по настоящее время является директором ЗАО СК «Отечество», редактором газеты «Рабочий путь». Александр Михайлович Молчанов увлекся поэтическим творчеством еще в 80-е годы. Стихи печатались в газетах «На страже», «Машиностроитель», «Рабочий путь», «Дома и люди». Но своя книга созрела у автора только к настоящему времени. Стихи Александра Михайловича наполнены добротой, светом, теплом, любовью. Это философские размышления человека, уже умудренного жизненным опытом, о мироустройстве, о взаимоотношениях человека с природой, человека с Богом. Автор шел к этому сборнику много лет. Наверное, поэтому он получился таким трогательным и искренним. Я бы хотел начать с поздравления Александра Михайловича с тем, что сегодня официально, будем так говорить, можно сказать, его посещаем. Говорить,
литературное, поэтическое братство. Я должен сказать, что когда я получил дар его произведения, я думаю, как каждый из нас сразу интересуется, насколько человек, что он хотел в нем сказать, то, что писал, насколько он выразил те свои чувства, которые он хотел передать. И, конечно, меня тоже интересовало, поскольку я лично давно знаком, и меня интересовало, как Александр Михайлович пришел к поэзии, как он выразил свои чувства. Я почему эти слова говорю? Потому что сказать, что он сразу стал поэтом, он сразу стал прозаиком, он сразу стал таким творческим человеком, это было бы неправда. Он шел своей дорогой, тем более проходя службу, и проходя службу рядовым, будем говорить, солдатам, и потом в органах Комитета государственной безопасности, равно это накладывает в какой-то степени свой отпечаток. И когда я прочитал, я искренне порадовался, Александр Михайлович, за те чувства, за то, как, во всяком случае, в этой работе вы сумели передать, как вы шли к этой дороге, как шли этой дорогой. И сказать, что сразу же вот я так стал божественный, я так сразу преобразился, наверное, было бы трудно сказать. Но во всяком случае, во многих стихах, и в том, что вот вы прочитали вот это стихотворение, как заглавное, будем говорить, для произведения, и последующие стихи, они выразили ваши мысли, они выразили вашу душу. Как вы, может говорить, действительно от человека, который, своими, или как офицеры, который выполнял свои задачи, как нет легко, как трудно иногда переходить к более другим этапам жизненного пути. И во всяком случае это вам удалось в книге и удалось, видимо, в душе. Во всяком случае вы себя не потеряли как человек, прежде всего надо об этом сказать, вы не потеряли себя на разных этапах жизненного пути, а это очень важно, сохранить свою человеческую суть, свое человеческое начало. Служение человеку, служение нашему обществу, служение Родине. И там тоже, хотя, может, не настолько выпукло показано служение Родине, но во всяком случае я нашел, что оно у вас есть, оно присутствует, оно и будет дальше находиться в вашей поэзии до тех пор, сколько вам отведено на этой жизни прожить лет. То, что в этой работе вы сумели передать свои мысли, вы сумели передать свою душу, вы сумели передать свою гражданскую позицию, это однозначно я в нем нашел. Поэтому спасибо вам, желаю успеха, дай Бог, чтобы все было хорошо. Я сюда с радостью пришел. Почему? Я хочу сообщить, что заочно Александр Михайлович уже принят своих писателей. Почему? Как заочно, можно сказать? Потому что есть некоторые процедуры, собрать там съезд или собрать собрание большое, и там уже окончательно утвердить ее членам Союза писателей. А так вот наше правление с радостью смотрело этот сборник и единогласно все согласны ее принять члены Союза писателей. И это уже говорит, что далее уже только формальности остаются, корочка получить Союза писателей. Это первое, что я хочу сказать. Второе, я еще в редактор журнала «Инложо» хотим напечатать ваши стихи, обязательно в этом журнале. Наверное, литературные стороны посмотрим, обсудим, там, найдем людей, которые поисследуют вас. Мне кажется, если посмотреть со стороны художественной литературы, книга действительно это уже созрела очень, она такая прозрачная, светлая, душевная. Я помню две книги. Первую книгу, когда
Эльвир Касимов как-то отправил Александра Михайловича ко мне редактировать ее книгу. Я долго ее редактировал. Потом, в конце концов, всю свою редакцию убрал, потому что я не могу редактировать человека, который по-своему идет в поэзию. Потому что, с одной стороны, вроде бы чуть-чуть чего-то вроде не хватает. Вот здесь можно руку приложить. А когда уходишь, и снова приходит эта строчка, думаешь, нет, все-таки оставить надо эту строчку. И всегда это в каждом стихотворении такое состояние было, когда я редактировал первый сборник. Потом Александр Михайлович спрашивает, ну как, редактор? Я говорю, пока нет. Потому что она у меня в компьютере, конечно, есть, я вам ее покажу когда-нибудь. Но что я хочу сказать, вот тогда в этом сборнике они были такие стихи патриотические, больше на военную, наверное, тему, на военную, о малой родине. Они о нас, о детстве, наверное, о доме, матери. Они тоже такие очень известные вещи, но когда я посмотрел вот эту последнюю книгу, я увидел, что вы нашли новую дорогу, и это уже сильнее, слаще, я считаю, что. И даже я подумал, что у нас в Союзе писателей, сегодня, если сказать Союз писателей, да, и трудно видеть лицо Союза писателей. Есть люди, я которых очень уважаю, но так уж сложилось, Союз писателей, как-то он остался в узком таком консервативном кругу, и как-то так тихонько-тихонько и потух в обществе, да. И мы сегодня не слышим активно такой Союз писателей. Но мне кажется, что вот такие люди, как Александр Михайлович, если они придут в Союз, это будет уже лицо Союза писателей. Наша литература сегодня находится в таком более салонном таком состоянии. Мы возвратились в салонное состояние. Хотелось бы, чтобы она была очень мощная, и почаще люди собирались, говорили о настоящей литературе. А для этого надо лицо иметь Союз писателей, людей, писателей настоящих. И они сегодня находятся, люди приходят, и Союз, я считаю, что он укрепляется и растет. Вот Смелков Леонид Федорович здесь сидит, вот здесь крайне. Когда такие люди вокруг, и просто надо, наверное, позвать всех, и этот вечер состоится. А сегодня я считаю, что этот вечер хороший вечер, поэтический. И вот виновник торжества Александр. Благодарю, Александр Михайлович, вас за то, что Татьяну Владимировну, что пригласили сюда. Это для меня большая честь. После нашей встречи в городе Глазове вы для меня открытие. Оба притом, каждый по-своему, загадочностью своей Татьяна Владимировна и открытостью, исповедальностью своей Александр Михайлович. Вот у меня судьба так сложилась, я 35 лет нынче как живу в городе Глазове, сам из Казани, с Волги, матушки. Казань, вы знаете, это стык, как говорится, Европы и Азии, культуры и христианской, и исламской, и так далее. Вот. И поэтому, будучи сначала замдиректором, потом генеральным директором, меня судьба свела с Сергеем Михайловичем Молчановым. Это брат, младший Александр Михайлович. Вот сейчас средний, средний еще есть, вот видите, как хорошо. Вот, сейчас с Александром Михайловичем. Поэтому у меня такое, знаете, поделюсь просто своим впечатлением. У семьи Молчановых, по моему такому внутреннему убеждению, хороший стержень, корень, уходящий, наверное, глубоко в родословную. И потому что такие люди, как Александр Михайлович, прошедший этапы непростой жизни,
нашедший себя во многих, так сказать, сферах деятельности, в том числе сейчас в творчестве, как Сергей Михайлович, который нашел себя в бизнесе успешно. И что вот характерно, по крайней мере, вот от двух этих братьев. Это по своей сути, по своему духу гуманисты. Они настоящие патриоты, а с другой стороны и деловые люди, подход. И вот что ценно, что привлекает меня в том и другом, это открытость к заботам людей, каждый в своей сфере, разумеется. Вот. Александр Михайлович пытается вот в этой книжке, эта книга, действительно согласен с Петром Михайловичем, эта книга, пусть она маленькая, но она по объему маленькая, но по содержанию, по духу, она действительно имеет большой смысл даже. Это человек, который в поиске, будь там образы, пусть, скажем, бабочки там, или кота, который бытовой, так сказать, или солдат, минное поле, жизнь и так далее. Или вот образ тишины, это буквально проникаешься и чувствуешь присутствие самого автора. Одновременно раскрывает, который через эти образы и себя, и свое восприятие жизни, свое отношение к вечному, к вселенскому, или к бытовому. Такой, как будто, с одной стороны, не сказать, что они просты, но есть стихи, которые можно, вот, встречаются такие стихи, которые можно переставить строчки, убрать слово, заменить другим. Вот в этих стихах это практически невозможно. Там каждое слово, как в обойме соответствующий находится патрон, который рано или поздно вы должны выстрелить и достичь чего-то, скажем, разумеется, чтобы добро, а не зло сотворило бы. Так вот и каждая строчка, каждое слово, это как если патрон вот в этой обойме. Его нельзя убрать, его нельзя переставить, потому что изменится сразу, и структура, и суть, и смысл, это не только строчки, но и само стихотворение. Поэтому я, вот, чем мне близок Александр Михайлович, своей исповедальностью. Поиск. Действительно, мы люди советской эпохи, атеисты. 90-е годы для нас это не только когда держава, великий перелом произошел, не только держава наша рухнула, но и этот перелом прошел и через нас каждого, через наши души, сердца. Многие, в общем-то, 90-е годы не смогли преодолеть, не смогли делать переоценки ценностей, не в смысле приспособиться, а сделать переоценки ценностей, найти и оставаться самим собой, независимо от смены режима, от смены ситуации и так далее. То есть самим собой оставаться и в жизни, и в деле, и в творчестве, тем более в поэзии, это однозначно. Поэтому я хочу как раз близко, почему хочу почитать стихотворение, как раз, которое близко мне вот связано с поэзией Александра Михайловича. Мы любовь не искали, не крали у судьбы на развилках дорог. А из раненых душ видит Бог, мы как жемчуг ее добывали по крупицам, навек, на мгновение, не щадя своих скорбных сердец. Обретали ее наконец, и печаль уходила в забвение, а иначе никак, а иначе в пути нам себя не понять, не познать, не найти. Или вот такое, скажем, в поиск тоже. К святым местам дороги вновь идут. От суеты устав, здесь люди скорби лечат. В надежде вновь себе, в надежде, что в себе вновь Бога обретут. Почувствовать хоть на мгновение вечность. Порой издалека, оставив дом, спешат. Дорога нелегка, в себе утратив Бога, стенает и скорбит уставшая душа. Старее раньше тело понемногу. Мы каемся, грешим, боимся опоздать, но каждому свой срок, на все отпущен свыше. А можно в миг любой стать Господу чуть ближе, когда в душе твоей любовь и благодать. Вот такая любовь и благодать в этой книге, в этих стихах. Поздравляю вас, Александр Михайлович. Цветы весной.
как они красивы. Как огоньки в любви горят они тогда. Природа подарила это диво и радость нам на века. Цветы весной, их очень много надо. Особенно, чтоб алых, голубых, чтоб верность отдавать своим любимым, когда ты даришь их. Так пусть они своей красою красят всю жизнь и землю под весну. Природа подарила это диво и радость нам наяву. Любовь. Первая любовь. Как это прекрасно. 15-16 лет, застенчивые взгляды, первое свидание, робкие прикосновения, несмелые поцелуи и цветы, 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 и первые расставания. Все кончено. Меж нами уж все кончено. Уплыли в прошлое надежды и любовь. Нам кажется, что этого и не было. А если было, повторится ли вновь? Мы были разными, мы были не похожими, и чувства, лишь они роднили нас. Теперь мы стали в чем-то очень схожими, но пропасть выросла лишь нами уж сейчас. Обиды. Наверное, я так больше не могу. Наш плод обид тащить на берегу. Еще корабль любви не отошел от дальнего причала. В тебе оборвалось, и трус во мне. Ты извини, живем я на войне, и трусом никого не назову. Беги на пароход. На верхней палубе каюта меня, тебя там ждут, а завтра будет утро. Багрянцы чайки заревут, не от обитых, в воду. И пусть они едят обиды и плывут, за кораблем летят, плывут в любую непогоду. Было все. Я помню наши встречи, поцелуи, сладости полны, вздохи, взгляды, милые мне речи, те, что ты, волнуясь, говорил. Было все, да и не только это. Наши ночи, счастье и любовь, в страсти мы с тобой сгорали оба, тлели и воспламенялись вновь. Были вместе, но ведь знали, что недолго это и не навсегда. Ну скажи тогда, кому мы лгали? От кого бежим теперь? Лишь от себя? Но ведь это глупо, да и верно, то, что от себя не убежать. Говорим теперь, да, было все, наверное, но не с нами, только сердцу не понять. Ты для меня капелька моего детства, той колодезной воды, жадно пьющей сгоряча, с материнского плеча, с ее окриком нельзя. Ты для меня красивый чистый город, где купола, где пруд и зелень, сирень и теплая весна, потоки транспорта, людских миров, которые плывут, и каждый на свой берег. Ты для меня синеющее небо и лучезарный свет, дурманящий до слез, от удовольствия реву, поймав земную негу, ты как рябиновая гроздь, что с детства берегу. Проходит время, мы взрослеем, и любовь взрослеет вместе с нами. Становится более чувственной, более глубокой, более осмысленной. С годами мы становимся мудрее. Все реже мы срываемся на крик, где нужно, промолчать сумеем даже, где важно, комплиментом одарить. Мы ценим дружбу, что проверено годами. Разборчивее стали мы в любви и дорожим всем тем, что было с нами. И с интересом ждем все то, что будет впереди. Не просыхают твои поцелуи на моих губах. И в объятиях тону я, пугающий меня страх. Ко всему я тебя ревную. Я не знала любви такой. Луговая трава ласкает мне ногу. Кобылицей убежала с тобой по ручью у дороги. Запах прохлады дурманит меня. Играла с чистой водою. Люблю, люблю я тебя. Бежала, стал рекою большую. В водах реки мысли мои, отражения понеслись в облака. Почему не просыхают поцелуи твои на моих губах? Твой поцелуй, он самый нежный, он самый сладкий и такой какой-то самый бесконечный, манящий следом за собой. И нет ни времени, ни звуков, я в невесомости парю. И счастьем каждую секунду я наполняюсь, я живу. Друг, замешанный на каше друг, где все сплелось белесой паутине, тех непонятных нитей вдруг, что склеились, как краски на картине. Добро и грех, слеза и зависть,
Все варится в одном котле. Огонь пылающий так давит, и непонятный повар, где ты, где? Друг, а может быть попутчик в осмысленной безумной суете. Суета, не лишенная смысла прутик, с поленьями лежит в огне. И кто ответы даст моим сомнениям, что значит друг, подруга по пути, уверен, что в одно мгновение добавит повар маслица. Надо быть сильнее обстоятельств, не идти у них на поводу, не терпеть ни лжи и ни предательств, ни в любви, ни в дружбе, ни в быту. Жить так жить, с открытым настежь сердцем, не боясь впускать туда людей. На работу, чтоб лететь, как ветер, а с работы, чтоб домой скорей, чтоб с лица улыбка не сходила, и глаза светились добротой. Зависть, чтоб ничья не омрачила ваш уют семейный и покой. Ну а тех, кто в жизни жаждет много, больше, чем ему отведено, ждет того нелегкая дорога, путь, в котором все предрешено. И не взять ему с собой ни злата, ни машин, ни шуб и ни домой. Вот тогда-то и придет расплата за все то, что он наделает с ним. Прости меня, Господи, прости, в грехах моем метании, а мир людской давал своим мне очертания. Война к войне, вражда к вражде, ложь к лжи, любовь Твоя жила во мне, но я не замечал ее нигде. Прости меня, Господи, прости. Благодарю за то мгновение, за мысль, что дал Ты мне. На все есть, Господи, Твой промысел и провидение. Хватит плакать, распахни глаза пошире, посмотри, какая в небе синева. Солнце сыплет разноцветные смешинки и огни. У всех кружится голова, все на свете пройдет, отболит, отомрет, отзвенит, как струна, где-то оборвется. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Ни о чем не грустить, все забыть, всех простить. Мало дней нам дано, чтобы обижаться. Надо много хотеть, все на свете уметь, надо очень стараться успеть. Слышишь, слышишь, где-то дальний колокольчик. Слышишь, слышишь, как он весело звенит, словно где-то звонко девушка хохочет. Птица радость издалека к нам летит. Что печалит тебя, пожалей же себя, ты же знаешь, былое не возвратится. Надо все позабыть, день грядущий любить, надо азбуку счастья учить. Ни о чем не грустить, все забыть, всех простить. Мало дней нам дано, чтобы обижаться. Надо все позабыть, день грядущий любить, надо азбуку счастья учить. Спи, покуда солнышко еще не встало. Спи, покуда на дворе еще темно. Верь, что сбудется все то, о чем мечталось. Птица радость сядет на твое окно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Любовь многогранна и многолика. Любовь мужчины и женщины, любовь к детям, любовь к родителям, любовь к друзьям, любовь к родине, к тому месту, где ты родился и вырос,
любовь к Богу, любовь к жизни. И это все любовь. Любить и жить, ведь это так прекрасно. Дышать, ходить, смотреть, грустить и улыбаться, слушать напевы птиц и звон капели, взмывая ввысь, качаться на качелях, любить, страдать, дружить, растить ребенка и даже просто подобрать котенка. Так быстротечен век. Время не трать напрасно. Любить и жить, ведь это так прекрасно. Лишь на миг приходим в этот мир, где учимся любить и ненавидеть. Одно мгновение длится жизни пир. Спешите жить, спешите видеть, спешите жить, но брать о жизни все не надо торопиться суетливо. С собою ничего не унесешь, ты не подаришь прошлому стыдливо. С собою ничего не унесешь, ты не подаришь прошлому стыдливо. Спешите стать терпимей и добрей, и отдавать спешите научиться, чтобы потом у запертых дверей, когда окончен пир, не очутиться, чтобы потом у запертых дверей, когда окончен пир, не очутиться. Мы лишь на миг приходим в этот мир, где учимся любить и ненавидеть. Одно мгновение длится жизни пир. Спешите жить, спешите видеть. Конечно, мы заочно с Александром Михайловичем знакомы где-то 19-20 лет, в те еще лихие 90-е. Он был спонсором наших некоторых мероприятий общества русской культуры, поэтому мы благодарны ему за это, потому что он поддерживал, как говорится, русскую культуру. Но и сейчас, опять же, при всех хочу сказать и Сергею Михайловичу огромная тоже благодарность, потому что и в данный момент второй Молчанов, обществу русской культуры, иногда по нашим письмам, но это для нас очень большое важное дело, потому что мы делаем это, а у нас, знаете, какое время, правильно? Николай Дмитриевич скажет, как общественникам тяжело, трудно, но я вас поздравляю с этой книжкой, всего вам доброго. Человек всегда находится в поиске, этот поиск в стихах, он присутствует в ваших стихах, и я пожелаю вам дальнейшего поиска. Но вот этот подобный вечер меня сподвиг к тому, что у нас в редакцию постоянно приходят письма периодически с разными стихами, с какими-то творческими мыслями. И вот этот вечер меня сподвиг к тому, что все-таки мы, наверное, в газете в нашей сделаем страничку, посвященную именно творчеству. Вот. Это такой, как бы, получается, вы пинок там дали вперед и в путь. Вот. Потому что это уже назрело, и в обществе это назрела потребность, потому что я газетой занимаюсь уже 15 лет, я знаю, что культура в городе, особенно в сельской местности, она очень востребована. Вот есть, поделюсь такими мыслями своими, в поселок Играй очень часто езжу, там есть центры, создали общественники, называется Центр православной культуры. Она при библиотеке, этот центр, и они постоянно там собираются, у них творческие вечера проходят, знакомят людей, своих сельчан с творческими жителями. И вот, может быть, такой же центр с подобным направлением создать у нас в Ижевске,
В принципе, вы уже и создали, вот он уже работает у вас, да? Мы можем быть ездить по сельским каким-то районам, по другим городам. Вот, так что желаю вам творческого успеха и дальнейшего поиска. Всего доброго. Ну, приятно, конечно, все слышать это. Больно было писать. Сейчас немножко хочу рассказать. Ну, вот говорят, спрашивают, когда начал писать многие, да? Ну, я скажу, что я начал писать с 9 класса, и как-то вот все периодами. То начинал, потом как-то это все задвигал. Ну и вот буквально лет, наверное, 15-16 назад вот у меня пошло. Потом в жизни, ну, всякое бывает, наверное, тоже тут был такой период, вот, благодарен, наверное, здесь своим родным, что они меня вытащили из очень серьезной такой ситуации. И вот все сравнивают эту ситуацию, вроде бы, раз я ее прошел, значит, я потом пошел и начал писать, да? Нет, я до этого писал, я уже был с Господом. И мне легче было преодолевать эту ситуацию, понимаете? Ну, была тяжелая болезнь, была тяжелая травма. И вот я сейчас из сборника прочитаю несколько стихов, наверное, своих, да? Ну вот про тишину вот здесь, я сразу сказал, очень хорошо. Вот читаю любовь, я ее назвал молитвой. Вот берешь, когда Акафист Божьей Матери, и начинаешь его читать, вот я тогда читаю любовь, пронесенную слезно веками. Хватаю губами небесную кровь, что легла между нами. Искринку, росинку тумана, дождинку и струйку воды. И губы мои в поцелуе дурманном, раскаленное сердце мое у земли. Читаю любовь, прошу о любви. Обреченные мысли мои растворились, другие в молитве пришли, и в вере сильнее укрепились. Со слезами читаю любовь, поступки свои соизмерив. Прощение прошу вновь и вновь у Божьей Матери, у любви открывающей двери. Ну вот еще из сборника просто вот берутся откуда, спрашивают, тоже меня спрашивают, откуда берешь вроде бы, да? Ну это вот просто, ну, случайностей у нас ничего не бывает, ведь, вот так в жизни. Случайностей не бывает. То есть читаешь литературу духовную, вот у святых отцов находишь вот те мысли, которые тебе очень близки и дороги. И вот про молитву, вот как молиться вроде бы, да? То есть как Господа что-то просить, но вот сейчас я не прошу, я благодарю Господа. Это ему важнее, наверное, это благодарность наша. А то, что будет с тобой, он и сам расставит. Ему виднее там. Иногда попросишь того, что это может быть не угодно тебе, не угодно будет близким, не угодно будет той судьбе, которую ты ведешь просто-напросто, которая тебя ведет. И вот сейчас благодарить. Остается только его благодарить. Ну, про молитву. Еще и про молитву. Молись из тишины, прислушиваясь к сердцу. Его биение в такт молитвенным словам. Молись под музыку души, в единой ноте говори о боли. Представь, что ты на эшафоте. Молись. А галки пусть глагочут. Молись, не верь. Молись от сердца, которое клокочет. В такт молитвенным словам. Пишу, прося прощения у тех, что не давали мне идти. Вот я пишу все грехи, которые вот там во мне сидели, я вот их вспоминал перед Господом. Вот есть еще у святых отцов такая исповедь. Почему нужна исповедь? Вот надо все перед Господом вылить. Вот из подсознания, если чисто психологическим языком говорить, надо достать все негативное из подсознания, чтобы у человека это все ушло. Отдать, простить себя. Очиститься, сделать светлее. И вот пишу, прося прощения у тех, что не давали мне идти. Я пишу, завел дневник, вот написал все свои грехи, чтобы потом идти на исповедь, вот отдать священнику. А знаете, как тяжело офицеру исповедоваться? Так вот есть, нашел я тоже у святых отцов, есть момент, одномоментная исповедь. Ну, есть еще генеральная там исповедь. Но вот если ты осознал и говоришь, что Господи, я осознал, я уже такое не совершил, то это вот можно тоже отдать, и Господь тебя простит.
А простит ли священник, это уже его дело. Мы трое стоим. Я, священник и Господь. Пишу, прося прощения у тех, что не давали мне идти. Порядок привести, грехи хочу. Не хватит тех листов, которых принесли. Пишу. Душа навзрыты слезы. И 2 минуты жизнь моя из 3. Все из грехов. И лишь одни березы, да трак почтовый, пыль из-под колес. Мальчишка босоногий, пыль глотнул. Пишу. Чернила слезы. Гордыня в оправдании моем. На тех листах, что написал, что принесли, я написал: прости, прости, но мальчишки слезы не прошли. Прости за пыль, за быстроту прости. Лист, который написал, и жгу, иду и жгу. Где жечь, я знаю. И еще на тему стихов. Вот композиция литературная, которую мы с коллегами вам представили, это прозвучали стихи из моего следующего сборника, который уже готов. Вот семейно я его уже выпустил, но сейчас мы готовим сборник, 2 сборника будет. Это первый у меня будет патриотические стихи, военные стихи, это «Площадь». Я сейчас тоже зачитаю оттуда, проанонсирую, как говорится, 1 стих. Вот. А здесь были стихи о любви. Это сборник будет «Голубка» называться. И вот из «Площади», наверное, тоже много интересуюсь историей, особенно тема декабристов. Я вот просто сравниваю то время, сегодняшнее время, и вот написал стихи «Декабрь из прошлого» или «Слова из прошлого», «Декабрь и Россия». Мы на Сенатской площади стояли, а нас стреляли. Мы что-то изменили? Да, изменили, мы стояли. Камень, что под сапогами был синий, стал красный для России. Но мы стояли. Как против неприятеля стояли. Зачем нас русские стреляли? Что-то изменили? Изменили. Был белый флаг и синий, стал красным для России. Но мы стояли. И если мы стоять не будем, если мы солдаты, народ забудем, то белый флаг и синий не превратился в черный для России. Светлана Васильевна много слов сказала. Вот у нас уже хит это деревенский телевизор в Сарапульском районе. Я просто был на некоторых мероприятиях общества русской культуры. Вот, по слезам теплого утра шагаю, любуюсь зарей. Я люблю тебя, край, юга родная, вечно голодный тобой. В доме, что стоит у леса, на дороге, бегущей к реке, я смотрю телевизор, деревенский мой телевизор в окне. И с обрыва крутого, что зовется обрывом любви, фильм смотрю на экране, где плывут корабли, где коршун летает и чайки при нем. Кама родная, фильм о родине, где живем, и пока я живу, я смотрю телевизор в окне, ночью звезды мерцают, улыбаются мне. Но закончу я все равно свое выступление огоньком божественной свечи, но вот еще хочется, это буквально свежее. Вот волнует тема Донбасса. Я учился в Киеве, там, то есть вот эта тема, она как бы задевает, я думаю, что любого сегодня россиянина, все-таки братья славяне. И вот я представил, что ополченец вернулся домой с войны. И вот не расспрашивай меня о войне. По ночным тропам страха я ехал. Счастливый, я вернулся к тебе. Ведунью свою обласкал. Лучше ты расскажи о себе. Не расспрашивай меня о войне. Расскажи, по секундам все расскажи, тихо, нежно шепча. В дреме мне так сладко лежать у плеча. Не расспрашивай меня о войне. О боли, о счастье все расскажи, даже о снах. О дождях, снегопадах, подругах своих расскажи. О врагах и друзьях расскажи. Разговор еще будет у нас о войне. Зарубцуется рана тогда. А сейчас прижмись крепко ко мне, очень близко ресницы слезы. Ну и
поговорим на языке цветов. Божественно красивый, бархат твоих рук, нежность лепестков, магнит манящей непонятной силы. Поговорим в картинках облаков, странников изменчивых и вечных, о жизни разнообразной у веков, беспокойной, прекрасной, быстротечной. Поговорим под звон колоколов, радостных и грустных, о силе их чугунных языков, напоминающих душе о жизни лучшей. Поговорим на языке волны, свирепом ветре ею же гонимом, о надежде окончания войны в солдатском сердце бережно храним. Поговорим. У себя мы спросим, кто ты, кто я. Снег один, ты ранняя весна, я отходящий ко сну сорочки и снежинок осень. А может все наоборот? Поговорим. На стыке эпох судьба меня свела с Александром Михайловичем. Мы были единомышленниками, мы испытали все, но достойно прошли этот путь, который сейчас там. Потом почему-то пути дороги где-то потерялись. У каждого, наверное, была и своя беда, и своя жизнь. И вот совсем неожиданно зимой я встречаю, спрашиваю, ты где? Работаю. Спрашиваю Сергея Михайловича. Съелись. И месяц тому назад я вдруг получаю приглашение вот на это мероприятие. Я, честно говоря, воспринял это очень с большой радостью и каким-то ожиданием чуда. Потому что знал в те годы не только как офицера, но человека, который мечтал работать на ниве защиты окружающей среды. Это был Саша. Вот все в молодости, наверное, увлекаются поэзией. Не обошло это и меня. Я увлекался поэтами военных 40-х. Это Рождественский, Семен Дудин, Юля Друнина. И даже принципы какие-то были из Павла Когана. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. И какой-то определенный момент я даже почувствовал, что я сам становлюсь каким-то угловатым. Но, слава Богу, что вот жизнь, она сводит с интересными людьми. И когда ты из этого угловатого становишься немножко и лириком. Я не берусь судить творчество Александра Михайловича, потому что вот сейчас, когда отмечают юбилей Бродского, уже все говорят о том, что Евтушенко-то, в общем-то, вообще там на низкой какой-то ступеньке находится. А может быть, пройдут некоторое время и скажут, вот Александр Михайлович, это выше Бродского. А мы накануне встречались, у меня обсуждали, и про Сенатскую площадь я читал, то есть слушал. И я не знаком был с Леонидом Михайловичем, но помощник Сергея Михайловича, есть такой Борис Наумович Крымский, он мне подарил сборник стихов. Да, прошу прощения, я не знаком, но я знаком, и я перечитал этот сборник. Я говорю, Саша, слушай, что-то роднит. Вот я тут же сразу схватил, и он это подтвердил, что может роднит то, что каждый прошел через какое-то испытание. Работая и в системе власти, да и, в общем-то, и среди бизнеса, мне казалось, что вот меня не окружают уже люди искренние. Но это счастье мне в свое время приходилось испытывать, когда я среди простых деревенских людей жил, работал. Это была вот тот праздник души, когда люди не лукавят. И вдруг вот этот сборник выплескивается наружу вот эта искренность. Мне кажется, это что-то свое, сокровенное. И когда человек вот
рискует это преподнести нам всем, это очень ценно. Я перечитал один раз, второй раз. И что же меня резануло? Повторение во многих местах. Прощение, прости, грехи. И вот это уметь найти в своем жизненном кредо. Иногда ведь тоже хочется сказать, что ты многое кому-то, ничего-то не рассказал. И люди, порой бывают, твои друзья уходят, а ты не успел сказать им прости. Или мне сказать, прости, Господи, что я, наверное, что-то не так сотворил. Александр Михайлович, я обнимаю тебя. С успехом большим!